Draudzība. Par draudzību kaut ko zini? Īsti nē. Bet varbūt nedaudz. Tev ir draugi. Man ir Un draugi. tad tu zini kaut ko par draudzību. Kas ir draudzība? Draudzība ir tāda, ka tu sadraudzējies ar kādu, un tu gribētu ar viņu spēlēties, piemēram. А что такое вообще дружить? Что такое дружба? Не знаю. Который с тобой играется каждый день, если каждый день, если играюсь, там, мы вместе, допустим, в школе вместе, там, за одной партией сидим вместе, болтаем на уроке. Там вот это. Чем дружба отличается от любви? Мы с подругами просто можем, мы как бы просто друзья, мы гуляем, можем вместе. Вот, например, когда любовь, вы встречаетесь, например, а с подругами, не так. Вдруг с подругами тоже вы встречаетесь? Как-то по-другому. Atšķiras no mīlestības, ka tur tā kā, arī vajag grupēties, tas ir līdzīgi, bet draudzēties ir tā kā, var arī ar jebkuru draudzēties, bet ar mīlestību tev ir jāziņo, tu nezini, vai visu dzīvi tu gribi pavadīt ar to cilvēku, bet draudzība tu vari, vienkārši draudzēties, ar kuru tu gribi. Дружба — это просто, что ты с ним разговариваешь, все так, что у тебя нету, вот, например, вот дружба — это когда ты дружишь, можно сказать, со всеми. А вот любовь — это вот когда вот именно вот этот человек, и вот это и есть любовь. Tev ir draugi? Jā, Cik tev daudz ir? 5. 5? Tu pat nedomāji, tu perfekti zini, cik tev daudz ir draugi. Tas ir draudzenes, meitenes vai arī meitenes un puiši? Viena puikas un 4 meitenes. Jā, man ir daudz draugi. Cik tev ir? Man ir kādi, es neesmu viņus izskaitījis, jo visus neesmu redzējusi sen. Bet apmēram? Apmēram, man liekas, ka man 4 laikam, jā. Tev ir draugi? Jā, daudz. Cik daudz? Es nevaru izskaitīt. 10? Vairāk. 15? Es teiktu 30. 30 ir draugi. Labi draugi. Jā, labi. Он gan puiši, gan meitenes? Jā. У тебя есть друзья? Да. У тебя подруги и друзья? Или только подруги? Подруги и друзья. И подруги и друзья. Сколько у тебя друзей? Я не знаю, я еще не считала. Примерно. 5? 10. Да, в детском саду, на латышском и на русском. Много друзей? Да, достаточно немало. Сколько? Я не считаю, я не знаю. Так много, что невозможно сосчитать? Да. Это больше 3? Да. 4? Да. 5? Нет, больше. 6? Больше. 7? Больше. 8? Больше. 8,5? Больше. 9? Больше. 10? Больше. 15? Больше. 20? Да. Сколько у тебя друзей? В садике и дома, и все. А сколько примерно человек? У меня 3 Варвара, и все. Только 2. А сколько у тебя подруг? Много. Примерно. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 15 точно. 15 точно. 15 довольно-таки много. А сколько у тебя друзей? Друзей не пересчитать. Если у меня есть с танцев, с модельной школы, со школы еще, с двора, так что там... 15, 20, 30, 40? Где-то в районе 30-40. Ого. И мальчики, и девочки? Мальчиков меньше, чем девочек, да. Kāpēc ar vieniem cilvēkiem mums sanāk draudzēties, un mēs esam draugi, un ar citiem nē? Citreiz citi man trauc, apsauka, tā. Un draugi? Draugi man neapsauka, viņi ar maniem spēlējās. А почему с некоторыми людьми хочется дружить, а с некоторыми нет? Потому что некоторые люди, которые плохие, Да. которые для меня кажется, когда я вырасту, они будут плохими, я с ними. То есть они пока еще неплохие, но когда они вырастут, Я думаю, ты чувствуешь, что что-то они будут, что-то там не так, да? заведут меня в плохую компанию. А как ты вообще определяешь, с кем хочется подружить, а с кем не хочется? Я не знаю, по характеру. Вот, например, с девочками. У меня есть девочки такие... Мне нравится, не знаю, как-то
более, что ли, спокойные. Вот, например, у нас есть одна девочка, она вроде бы спокойная, вроде бы нормальная девочка, но один раз мы шли в столовую, и она вдруг начала говорить про что-то такое очень личное, можно так назвать. И тогда мне это не понравилось, ну, я с ней, у нас эта цепочка чуть-чуть подломалась, можно так назвать, дружба. Draugi ir vajadzīgi tikai, lai ar viņiem spēlētos, vai kaut kāds cits labums no tā visā? Nu, arī kaut kāds cits labums, tikai es nezinu, kāds. Tu vēl neesi atradusi. А как подружиться с человеком, если, например, ты хочешь с человеком подружиться? Ну, спросить, как тебя зовут. Хорошее начало. Сказать, меня зовут Ви, давай дружить. Всё. Хорошо. Ты пробовала такой метод? Не. Ну, я обычно просто подхожу, говорю: привет, меня зовут Амина, например, мне там 12 лет, и давай дружить. И обычно соглашаются, и мы идем дружить и дружим. Ну, это можно, например, сказать: привет, как тебя зовут, как дела? И так вы будете все больше и больше. Чем больше говоришь с этим человеком, тем больше вы сближаетесь. Так, если более философски посмотреть на вещи, какой вообще смысл друзей? Мы можем им помогать, а они нам помогут, когда нам нужна будет помощь. Tev ir bijis gadījums, kad draugi palīdzēja tev? Kaut Jā, kāds, ir. ko tu vari atcerēties, tas vispilgtākais. Vienu reizi tā kā man viens neīsts draugs nodarīja pāri, un tad bija viena ļoti laba draudzene, kas man palīdzēja un tā, justies labāk. Un tā. Kā viņi tev palīdzēja, ja nav Nu, tā kā noslēpums? runāja labi, un tā kā teica, ka viņi tā kā bija labākie draugi, un tad vairs nebija. Un tad viņi teica, ka viņi var pieņemt, tā kā viņi var būt labākie draugi. Un tā. Kas bija kaut kāds labākais piedzīvojums ar draugiem vai ar draudzenēm? Es atceros to, ka viņš bija ciemos nesen kaut kad. Mēs tur spēlējāmies. Un mēs braucām kopā ar autobusu mājās. Man tētis iedeva 2 rācijas. Vienu viņš iedeva Markam un man. Mēs sarunājāmies. Tas ir Marks, jā, tas draugs? Jā, mēs mājās sarunājāmies. Ar rācijas tik tālu vēl, ka viņš no savām mājām varēja caur rāciju runāt ar tevi? Nē, tas bija manās mājās. Mēs abi manās mājās. Piemēram, viens otrā istabā un viens otrā istabā. Un mēs ar rācijām runājam, un viņš dzird par to rāciju.